Бисмилля, ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн 14 март 2022 жыл Жалал шаарында турабыз. Биз куптан намазын окуганы мешитке кирген болчук Жалал шаарында. Анан бияк мусулман бир тууганыбыз улут татар экен. Россияда төрөлүп, Россияда чоңойгон экен, Алматыда жашап жүргөн экен. Азыр ушул Өзбекстан нарак-берактар жүрүп, кыскасы ушул азыр Алматыга учканы каражат жетпейттир. Бишкектен учса болот экен. Билеттин баасы 10 000 сомдой экен. Ошо Бишкектен нары учуп, Алматадан нары Россияга кетип калат экен. Анан ушул видео кылып мен жарыя кылайын десем макулдугун айтты. Так, начнем тогда, да? Как вас зовут? Меня зовут Ильяс. Вы знаете, я просто уже несколько месяцев в Кыргызстане. И очень обидно, что Казахстан вот такие условия выдвинул, что обратно, к сожалению, я выехал из Казахстана, обратно проезда через автомобиль. Ну, граница закрыта, получается, на машине не можете уехать, Нет, да? нужно специальное приглашение. Приглашение, вот. понятно. И кроме того, если вы выехали даже из Казахстана, у вас есть на руках какое-то основание для въезда обратно, вы можете въехать в Казахстан только по истечении 30 дней. Поэтому вы можете только на самолете. Свободно можно проехать только на самолете, но цены да? просто, конечно, нереальные, потому что они завышены в несколько раз. Вот. Самый дешевый билет предлагает, на самом деле, Узбекистан Airways, если брать за 1,5 месяца, вот на 1 число мая, билет стоит ровно 1 миллион сумов. Вот. Понятно. Если смотреть через вот сайт Блокет.кг, вот, там есть на определенные числа вылет из Бишкека. Вот, за 11 тысяч это самое дешевое. Это за месяц, да? За месяц где-то. За месяц, брать да? За месяц. Да, не меньше, да, где-то вот на апрель есть определенные числа, по которым билет стоит 11-12 тысяч. Вы по национальности татарин, да? Да. И вам вообще-то надо в Россию, но только вы можете только через Алмату, да? Вы знаете, я уехал в Центральной России и сейчас живу в Омске, в Омской области, на севере Омской области. И мне, конечно, год приезжаю в Казахстан. У меня много знакомых. В Алматы знакомых много, да? В Алматы знакомых много, да. И поэтому мне удобнее добраться через Казахстан, потому что лететь в Москву, из Москвы потом возвращаться в Омск, это просто гораздо дороже будет. Значит, а из Алматы можно доехать до Омска буквально за 2 дня на поезде. Значит, вам сейчас нужны средства для покупки билета из Бишкека в Алмату? Из Бишкека или из Ташкента в Алмату? Из Ташкента, да. У меня есть знакомые здесь, и я могу на месяц остаться, у меня есть возможность официально оформить документы, вот, но, к сожалению, сам дешевый вариант. А если, например, не меньше 10 можно тысяч. будет билет купить там завтра, можете завтра вылететь, да, например, да? Ну, можно и завтра улететь, но для того, чтобы улететь завтра, учтите, что цены несколько раз выше, поэтому вас это тут просто ничто не нереально. держит, да, короче? Безусловно, конечно, понятно, если будет возможность. Вы один, да? Это очень, да, я один живу, к сожалению, без семьи нет. Вот по каким причинам вы оказались тут в Джалалабаде? Ну, вы знаете, я просто в Бишкеке уже обращался и в посольство, и в Красный полумесяц, и в благотворительные организации, и просто поехал в Узбекистан, потому что, на самом деле, надеюсь, что будет какой-то позитив. Вы знаете, мне просто помогли с документами, сделали временную регистрацию в Бишкеке. Я обращался в посольство и говорю, что, вы знаете, бывают всякие неприятности, даже документы воруют. Вот, сейчас по закону в России можно сделать второй паспорт. Я к ним обратился, у меня есть регистрация временная в Сокулуке. Вот, да. Я их попросил, пока есть время, хотя бы принять у меня документы на второй паспорт. Они даже в этом мне отказали. Понятно. То есть я не буду говорить то хамство, которое я выслушал в отношении себя, вот, но никакого контакта просто нет вообще даже с нашими дипломатами. Ну все понятно, значит, вот основная задача это нужда, что собрать деньги на билет, да? Собрать деньги на билет, да, до Алматы. Понятно. А сейчас у вас, сейчас не помните на памяти номер вашего телефона, да, чтобы? У меня российская карта и казахстанская есть. Я здесь просто даже телефоном не пользуюсь, мне просто звонить. Я продиктую свой номер. Оставьте свой номер, конечно. Вы можете со мной через меня там... Конечно, да? Я позвоню, найду возможность связаться с вами. А вы сейчас в Джалалабаде какое время будете еще? Я буду 2 дня, потому что я все равно еду сейчас в Узбекистан и буду пытаться как-то все-таки приобрести билет из Ташкента хотя бы вот на 1 число мая, вот, какие-то средства найти, потому что все-таки миллион для Узбекистана не такие большие деньги. А если в течение 2 дней деньги найдутся, вы не будете езжать в Узбекистан, да? Ну, если билет будет куплен, я останусь, конечно, до того срока, когда будет вылет. У меня есть возможность, да, в Бишкеке, в Сокулуке остаться, есть знакомые. Но они сами пенсионеры, я просто с ним, им наоборот даже плачу деньги за то, что живу у них, как-то стараюсь заработать. Вот. Но вы знаете, что никакой работы нету. Я вот пытался как-то почтальоном, грузчиком устроиться, хотя бы на какой-то минимальной самой заработной платы. Был на бирже труда.
Поэтому людей очень много безработных, у которых нет образования. А вы что, сами путешествуете тут или что? Нет, я говорю, я уже давно, уже несколько месяцев здесь, и ничего никак решить вопрос не могу, потому что в Бишкеке я просто разуверился, просто хочу как-то, может быть, через Узбекистан попробовать уехать, но я говорю, что там очень жесткие правила въезда, там на самом деле нужна виза, в течение 3 дней нужно визу подавать, ну, разрешение на временное проживание. Поэтому, не знаю, если какие-то благотворительные организации. Там богатая страна, на самом деле, миллион. Сумму узбекских не такие большие деньги. Могло бы выделить посольство, только пресса российское. У вас сейчас с питанием, с проживанием, с одеждой проблем нету, да? Нету. Самым необходимым проблем нету, слава Аллаху, вот, иншаллах. Ну, вот, к сожалению, Ну, такая понятно. нужда, вот, что на самом деле для Кыргызстана эта сумма большая. Я говорю, что многие в месяц даже столько денег не получают, сколько билет на самолет стоит. Но вы поймите, что лететь из Бишкека до Алматы 240 километров, 50 Всё. минут. И это цена просто оторвана вообще от какой-то реальности. Все понятно. Учитывая, что в день вылета, я говорю, что цена там чуть ли не за 20 тысяч зашкалит, вы можете посмотреть, там просто это, ну, я говорю, что если за 10 тысяч брать, это надо месяц. Все это видео, Месяц-полтора. это видео будет загружено на YouTube канал, и знакомые наши вот увидят. И я уверен. Надеюсь на помощь Всевышнего, если государство. Так вот, Нет, не государство, сам народ, он обязательно поможет. Все это. Все, ассаламу алейкум, да? Алейкум ассалам. Спасибо. Все. Так, мен кошумчада айтып кетели. Урматтуу мусулман бир туугандар, бияк ушу улуттуу татар экен, жашы 46 экен, Россиядан болот экен, Омскиден. Анан ошого айтуусу боюнча Омскиге учуп кетиш керек экен, бирок түз учуш мүмкүн эмес окшойт. Алматы аркылуу учат экен, Алматыга барып, Алматыга чейин азыр машина менен өтүш мүмкүн эмес дейт. Ошого самолетко билет алып берсеңер, билет тактадык дейт. 1 ай мурун алса 11 миңге 10 миңге алса болот экен дейт. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, мен телефонум аркылуу байланышсаңар болот. Бияк кишинин телефонун алып, номерин жазам, өзүм чалам деди. Так дарегин телефондорун айта албады. Өзүм ага байланышат экен. Ошого кеминде 10 миң сом, эгер Бишкек бара турган болсо да кошумча бир 2 миң, 3 миң сом мындай акча, 12 миң, 13 миң сом акча каражат керек. Бияк бир тууганыбызга өзү азыр бияк мечиттен куптан окуп чыгыптыр өзү. Куптан. Ошо Алла разы болсун. WhatsApp'ка байланыша бересиңер. WhatsApp номерин жазып коем. Анан азыр озек айтам, 777 66 13 77.